Здравствуйте, дорогие мои братья и сестры. Все Богом возлюбленные, воистину возлюбленные. Я хотел о себе напомнить. Моя фамилия Хамитов. Звать меня в миру Ульфат. Мое духовное имя Иоанн. Я уже проповедовал, и сам я являюсь проповедником и духовником. И поэтому меня попросили прочитать проповедь, может, не одну. И поэтому я, конечно, решил принять такое приглашение с большим удовольствием. Попросила меня председательница татарского православного общества Бурханова Динара Абдулбияровна. Я это с удовольствием принимаю и с удовольствием хочу эту проповедь прочитать или донести Слово Божие. Оно так и, если взять, и называется, проповедник — это правду ведает. Человек, который правду ведает, несет Слово Божие, если он духовник. Вот я проповедник и духовник, поэтому если несешь Слово Божие, так оно растолковывается. Вот, проповедник правду ведает и несет Слово Божие в Духе Святом, так как я крещен. Я хочу прочитать эту проповедь для тех, для тех татар, которые приняли православную веру, православное христианство, уже приняли. Для тех, кто на пути колеблется и думает, как принять, не принять, как подумать об этом братья, сестры, родные, близкие. Вот это вот, что останавливает его. И тем, кто на пути вообще не имеет отношения к христианству, и также молодые люди эти не живут и с исламом тоже. И есть категории, которые уже в исламе, вот, но как-то разочаровались, что ли, в своем выборе или в том, что уже они по роду живут мусульманами и не хотят быть, допустим, мусульманами. Я являюсь православным христианином, я есть татарин. И поэтому я хочу посвятить проповеди свои татарам. Ну, конечно, не мешает тем, даже те, кто попадет на эту беседу, на эту проповедь и какой-то другой нации, мусульманской или совсем не обязательно мусульманской, а христианской или еще какой. Всегда, пожалуйста, приходите и посещайте все эти проповеди, слушайте, переписывайте, записывайте. Внимайте словам, которые будут произноситься через раба в Господе Иоанна. Ну, в свою очередь, прежде чем начать все это, я хотел бы поблагодарить за предоставленную нам информационную площадку
Динару Бурхановну Абдул-Биаровну. Вы знаете, я хочу лично поблагодарить вас и высказать свою огромную благодарность и за то, что вы предоставили площадку информационную, и за то, что вы делаете для имени Господа. И даже сейчас, когда вы попросили меня об этом, и я несу слово именно татарам, это лишний раз доказывает, что вы пекетесь о своих родных, братьях, о своем народе. Воистину, это поступок заслуживает уважения. И вот скажу, знаете, что в современном мире, вот здесь вот, уж я-то не первый день во Христе, я, подобный вам, женщины, я даже не могу вам найти ровень. Я не говорю за монахинь, за тех, кто в церкви живут, день и ночь. Нет, я именно говорю за тех, не могу сравнить с теми женщинами, вам подобных, которые живут в миру, вот, и занимаются только делами Господа и трудятся для имени Его. Поэтому я искренне благодарен вам за то, что вы делаете, вот, за то, что вы несете такой труд, такое бремя. Мы постараемся все вам помогать. Все это мы те, уже кто приняли христианство, кто живет во Христе. Я надеюсь, меня поддержит общество православных татар, которые уже приняли христианство, потому что мы должны помогать друг другу. Так и сказано, носите бремена друг друга и молитесь за друг друга. Поэтому мы это должны делать и, конечно же, помогать нашему обществу, обществу православных татар. Ну, сказать, что эта проповедь будет касаться непосредственно тех, кто сейчас на пути или еще не приняли, нельзя было так сказать. Вот. Но каждая проповедь для именно этих категорий людей будет своя. Вот скажу вам за православных татар. Начнем, например, с такой проповеди: Господи, сохрани и помоги нам. Те люди, которые приняли православных, уже православные стали христианами, татары, те, которые приняли веру, их всех можно поздравить, и тех, кто уже не сегодня принял, не вчера, и тех, кто вот принял, скажем, в этом году. Всех можно поздравить с этим великим подвигом. Мы их называем, этот поступок мы называем подвигом, потому что в таком мире нужно иметь мужество для того, чтобы совершить какой-то подвиг, такой как крещение, держать уже в крещении посты, жить по-христиански. Это все подвиг. Что бы мне хотелось сказать для православных христиан? Вы, братья, стали по духу нам. Нам это те, кто уже принял христианство, как бы уже не на первом году. Я 19 лет, в 5-м году я принял. Вот шел я к Господу 15 лет. Родился я здесь, в России, в Башкирии, в мусульманском государстве. Все мои родные до 4-го поколения
которых я молюсь, знаю их. Они все мусульмане. Я единственный в роду, кого Бог предизбрал и предопределил на свое служение. А кого Он предизбрал и предопределил, того и оправдал. А кого и оправдал, того и послал на Слово Божие. Вот я несу Слово Божие. Павел говорит, Слово Божие, то есть вера происходит от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот я верую, я говорю вам Слово Божие и несу его. То есть вы слышите и Слово Божие, и вместе с этим, конечно же, старайтесь, чтобы это, то есть я стараюсь, чтобы эти все слова, которые вы услышите, дошли до вашего сердца. Это что касается православных уже христиан, которые приняли. Вот я принял христианство, буду все, что говорить, буду говорить про себя, на своем опыте. Это во-первых. Во-вторых, скажу вам, что, чтобы вы знали, я не такой красноречивый, да, и у меня нет светских образований, я имею в виду, я не теолог, не богослов, вот. Но в разговоре, в проповеди сами поймете, стоит ли его слушать. Потом, если где-то я же татарин, если где-то я ошибусь и по-русски не так скажу, прошу это не критиковать. Потому что русский язык, хоть и для меня первоначальный, и я люблю русский язык, так как я живу по-русски, принял я христианство у русских людей, и я считаю, что они миссионерская нация, так как они, русские братья наши, меня крестили, и другой, когда я принимал, другой литературы, Библии такой, скажем, Евангелия, не было ни на каком языке, кроме русской. Если была бы на татарской, я бы, наверное, на татарской прочитал, мне Бог бы привел его к этой литературе, я бы почитал его, и тогда бы, может, по-татарски принял Христа и так далее. Я, так как меня русские крестили, я поэтому отношусь к русским как к миссионерам, то есть к этой нации, не ко всем людям, а к нации. И я их очень и очень уважаю и люблю. Я думаю по-русски, живу по-русски, хоть я и татарин. Вот. Что же я хотел сказать православным татарам? Люди, которые приняли христианство, православные татары, это не говорит о том, что вы, приняв христианство, стали русскими. Никак. Вот я принял Христа, Господа нашего Иисуса. И я не стал русским, и вообще никем не стал. Как был татарин, я так и остался подлинный татарин в 4-м поколении, которое я помню. Да. То есть у меня бабушка, прабабушка, прапрабабушка, прапрапрабабушка. Вот. Получается, бабушка 4-е поколение. И я как был татарином, так и остался татарином. Да, конечно, те, которые приняли, они, принимая имена духовные, как бы растворяются в русском народе и как бы уже с татарами, со всеми своими братьями, со всеми, они как бы растворились в народе и уже не признают себя, что ли, татарами. Послушайте, братья мои во Христе, татары, это недопустимо. Это недопустимо, говорю вам в Святом Духе перед Богом. Всем, кому, апостолы кого крестили, например, взять Филипп крестил эфиопца. Можете быть уверены, что он не стал ни русским.
Вот русские приняли христиан, они стали греками, потому что мы взяли от греков, греки взяли от иудеев, еврейских христиан. Да? Поэтому каждый остается в своей нации и никак не может разделяться. Но есть но. Если вы или вам ставит выбор быть татарином или православным христианином, родные братья, друзья, сестры, все близкие ваши, вот тут вы должны сделать выбор. С Богом вы или с нацией татарством. Вот я, например, татарин, по себе скажу. Если мне кто бы такой выбор поставил, а у меня уже в этом году был в августе, когда я ездил в Башкирию к родным, я там 6 лет не был, я чувствую, что они хотят со мной поговорить. Ну, никого в роду нету. Они меня встречают, никаких проблем нет, я их люблю, потому что они все сестры моей покойной матери. Потом друзья, родные, все эти люди, они знают меня как такого надежного парня, да, доброго, какой он есть. Вот мы, татары, такие пацаны, да. И женщины, и мужчины. Мы на самом деле, я говорю, наша нация, она правильная, да, нация. Она добрая, она со всеми в миру, да. Заметьте, мы ни с кем не воюем, мы против никого не огрызаемся. Мы настоящий татарский, мы народ, я за себя говорю, за нашу нацию. И мне нечего стыдиться перед своими братьями татарами и перед народом другим за как будто бы у нас плохое такое поведение там или что-то такое. Так вот, я чувствую, что они хотят со мной поговорить, и я сам наперед опережаю, начинаю с ними разговаривать. И в конце концов я им сказал, даже если бы вы мне сказали, Балам, ты вот, как это все мусульмане, а вот ты христианин, как это ты неправильно сделал, ты давай, Балам, с нами оставайся. Вот. А Иисус Христос это не наш Бог, типа такого, да? Если бы мне такое сказали бы, я им наперед говорю, даже если вы мне это сказали, то я сказал бы вам, опаларам, дороже Бога мне Иисуса Христа нету. И не было, и не будет. Вы думаете, я ради родства отрекусь от Бога моего Иисуса Христа, что ли? Ради того, чтобы вы меня называли братишкой, племянником и еще ради того, чтобы я был в вашем обществе как родной. Вы хотите, чтобы я отрекся от Бога, которого я принял? И то я принял, мне Бог предизбрал. Я же не по своей воле пошел. Откуда я знал, что я буду христианином? Вот так Бог определил, и я теперь понимаю, почему. Да. Мы все это поговорим. Но я не стал же, вот видите, я принял христианство, но я не стал другой нацией. Я также по-прежнему всех вас люблю, но от Бога я не отрекусь. И вот в нашем учении написаны слова. Кто не возьмет своего креста и не пойдет, кто не возьмет своего креста и не отрекется от мамы, отца, сестер, жены, детей, домов, земель и даже от самого себя, и не пойдет за мной, не может быть моим учеником. А вы хотите, чтобы я ради вас, близких моих родных и обаларно, чтобы я все оставил православное, то есть веру в Бога Иисуса, и пошел за вами, что ли? Такому не быть. Вот я крестился, для меня вы все дороги, для меня песни татарские дорогие, народные, для меня обычаи татарские дорогие. Для меня то, что готовите, тоже все дорогое. Но ради пищи, ради родства и ради всего, что бы вы мне не предложили,
даже кучу золота, я бы никогда не отрекся. Если Богу будет угодно, чтобы я его продал, за 30 серебряников я его продам. Но и сохрани, Господи, от этого. Поэтому к чему я это все говорю православным татарам? Чтобы вы не отрекались от своей нации, если на то не будет воли Божией. Если воля Божия будет, чтобы вы продали Господа, вы продадите его. Но только с волей Божией. Петр говорит: нет, я не отрекусь от тебя, говорит. Петр говорит. Апостол, столб веры Христовой. Нет, не отрекусь, говорит, я от тебя. А Бог говорит: не пропоет петух дважды, трижды от меня отречешься. Почему он отрекся? Да потому что он понадеялся на свою волю, во-первых. Во-вторых, он до конца не верил, что это Бог Иисус Христос. И поэтому он отрекся. Если бы он сказал ему: Боже, если твоя воля будет, я тебя продам. Отрекусь, что хочешь сделай. Но только чтобы не была моя воля. Вот, только бы чтобы не моя воля была. Я всем сердцем служу все эти годы Богу в чистоте и святости. У меня жизнь непростая, и кому бы я ее не предлагал, еще никто не выдержал этой жизни. Они, мирские люди, не могут выдержать. Почему? Потому что нету помощи Божией. Если ты в миру и берешь жизнь духовника, духовного человека, ты его не выдержишь. Потому что в миру мы не на своей территории. Вся эта территория, на которой мы живем, это князи тьмы, века сего территория. Наша территория – церковь. В придворе и внутри храма. Это наша территория. И на этой территории мы живем с Богом в молитве. И когда мы опираемся на волю Божию, мы должны жить только с помощью Божией, потому что по-другому невозможно спастись. Мы знаем, что князь мира сего очень и очень силен, хитрый. Никакие иллюзии не питайте с ним шутить. Это опасный, коварнейший враг человечества. А уж духовника тем более. Взять духовника, душу взять духовника, вообще просто верующего человека, для него это не знаю, с чем сравнимо. Но радости у этой сатаны больше, чем, наверное, у тысячи верующих. Поэтому, братья православные христиане, заканчивая проповедь именно для братьев во Христе, я хочу вам сказать, все, кто, приняв христианство, ушел в мир и растворяется в русской нации, помните, это неправильно. Я бы сказал строже, это поступок Иуды. А кто такой Иуда? Это тот, кто предал Бога за 30 серебряников. Продал Господа нашего Иисуса за 30 серебряников. Поэтому это очень серьезный посыл и неправильное отношение к православию. Потому что вы еще услышите о подлинном православии. Я есть подлинный православный христианин. 19 лет живу в Боге и не нарушал ни одной молитвы. Простите, одну молитву нарушил в этом году. Одну дневную молитву меня бес ввел в забвение, и я его нарушил. Ну, я покаялся. Бог мне сказал, священнослужитель Александр, что если это правило, говорит, я говорю, да, правило, 3 раза я молюсь, правило, и ты пропустил, это грех. Покайся. Я покаялся, и слава Богу, Бог простил, я опять. Это, наверное, он для того мне сказал, чтобы я не говорил больше, наверное, братьям своим, что я вот так вот прям белый и пушистый, ни одной молитвы не пропускаю, и но я говорю истину. Я хочу донести до всех братьев моих и тех, кто
и православных, и те, кто уже на пути к православию, и те, кто в исламе, и те, кто еще не знает вообще о Слове Божьем. Я хочу донести истину, которую мне Бог верил. Мне, как несущему Слово Божие, да, проповеднику. Поэтому я хочу сделать для вас эту проповедь, чтобы вы услышали, что быть христианином – это не значит отречься от татарства, потому что татарство, вот, то есть вы, находясь в своей нации, вот, и должны жить и продолжать. Потому что нельзя отречься. Попробуйте свои уши оторвать. Не знаю, глаза, нос, зубы. Это разве возможно? Так и нацию нельзя оторвать от себя. Только при одном условии, я вам говорил. Только при одном условии. Если вам делают выбор, кто выше, родство, близкие. Нам сказано, ни глубина, ни высота, ни широта, никакая эта сила не должна вас оторвать от славы Божией. Это нам говорилось. А когда ты живешь во Христе и живешь с Богом, и воцерковленный, глубоко верующий, ты это начинаешь понимать уже сердцем. Тебе не надо уже объяснять широта, высота, или глубина, или еще какая другая сила. Вот. Это уже просто ты сердцем. Вот у меня, как я могу отречься от Господа, если Он у меня в ногтях, в ушах, глазах, волосах, во всем моем теле и в моем сердце, который подкрепляет душу мою. Как я могу, я даже не знаю, как мне от него отречься от Господа, да? И как мне отречься от своей нации, если я вот татарин. Петр кому проповедовал в Израиле. А вот мы еще дойдем до литературы, то есть до Евангелия. Мы будем вместе с вами идти к истине и искать ее. Как приходим мы, верующие или хотящие принять крещение, как мы приходим к крещению, что такое Бог, Дух Святой, Господь Иисус Христос, да? Кто это и для чего нужен этот обряд крещения. Все мы это возьмем из Евангелия, когда до этого дойдет время. Поэтому мы будем искать с вами истину вместе. Вот что я хотел сказать этой проповедью для тех православных христиан, которые уже приняли, живут с Богом и взяли самостоятельно, без воли Бога, то есть без священнослужителя. Ведь вы не получали благословения. Батюшка, благослови меня, чтобы я отказался от татарских речей, от нации татар. Кто-нибудь вас на такое благословлял? Если нет такого благословения, это есть разрешение. Когда у Бога получаешь благословение, разрешение, проще говоря, другими словами, да, то Бог всегда помогает своим. Бог никогда своих не оставляет. Никогда. Бог своих не оставляет. Поэтому всегда мы молимся и с Богом живем. Если нам тяжело, Он нас утешает, нам помогает. Да. Да даже если не тяжело, без Него мы ничто не можем делать, сам Бог. Без меня ничто не можете делать. Поэтому я вам говорю, кто самостоятельно все это сделал, вот, вы, пожалуйста, встаньте, вот, преклоните колено пред Богом и помолитесь за тот поступок, который вы сделали. Это значит прийти в церковь и покаяться в этом грехе. Татарин, он и должен оставаться татарином. Я есть татарин. Вот. И поэтому вам посылаю, как уже я не молодой, я стал уже как бы уже взрослым, мне 61 год. Я прошел немалый путь христианства. И мы еще об этом поговорим. И не только с вами, а со всеми. Всем вам Божьей помощи. Сохрани вас, Господи, от всяких бед, зол, злых духов, от мира лукавого. Вот. И все, кто услышит эту проповедь, именно православным татарам говорю, неважно, какая у него
какой у него возраст, неважно. Вот. Только принял, средних, все, кто растворился в русском народе, вы должны прийти в общество татарское. И мы должны вместе с вами помогать этому обществу в развитии его. Да? А вот о церквях русских, почему они не татарские, и о других дел Господних в православии мы поговорим в других посланиях, в других проповедях, когда до этого дойдет речь. А пока мы будем говорить о том, как прийти к человеку, уже некрещенному, или тому, кто не знает о Слове Божьем и живущий в исламе, или кому не понравилась эта религия, и он не знает, что делать, мы поговорим в других проповедях, когда к этому настанет время. Все, братья мои, всего вам доброго, всех вас обнимаю, и Божьей вам всем помощи.